Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Я обещал, что буду стараться часто общаться с аудиторией. К сожалению, часто не получается. Работы достаточно много. Очень много вопросов поступает на Facebook, на аккаунт. Стараюсь просматривать. Я заранее извиняюсь перед вами, что не могу отвечать на ваши вопросы оперативно. Очень много работы. Вот сегодня субботний день, 3 часа дня, выдалась, мягко говоря, свободная минутка, которую можно вам посвятить. С утра у нас было очень хорошее мероприятие, деловой завтрак с представителями крупного бизнеса. Открыто обсудили очень много вопросов. Так что, наверное, если будут появляться фото, где мы сидим за столом с бизнесом, не ругайтесь, приглашение было со стороны бизнеса, бюджетных денег тут не потрачено. Постарался выписать несколько вопросов, для себя отметить, чтобы ответить на них. Не знаю, сколько времени получится провести в прямом эфире, постараемся максимально уложиться. Отмечал в ленте, что Миргуль Кашбакова, и помимо нее очень много поднимается вопросов с просьбой проконтролировать цены на продукты, что везде все дорого, вопросы по ярмаркам были. Скажу откровенно, мы не сторонники государственного регулирования в правительстве, поэтому тот подход, который был предложен с точки зрения стабилизации цен, он позволяет исключить посредников при реализации товаров и обеспечить товары на ярмарках по доступным ценам. У каждого гражданина есть выбор. Он может пойти в магазин, купить товары по тем ценам, которые есть, но если многим людям тяжело, и поэтому мы постарались сделать так, чтобы была возможность приобретать товары напрямую у производителей, импортеров по оптовым ценам. Сейчас ярмарки работают на территории торговых центров. Хотел бы тоже выразить им благодарность, что они пошли нам навстречу и разрешили на парковочных зонах возле своих маркетов разместить такие мини-ярмарки по ключевым социально значимым товарам. Там сейчас реализуются яйца, мясо, курица, растительное масло, сахар по оптовым ценам, по сути, по ценам самих производителей, без существенной накрутки. Кроме того, на выходных будут работать большие крупные ярмарки. 26 декабря мы сделаем тематическую ярмарку с привлечением всех регионов. Заранее мы информируем о ценах, которые будут на этой ярмарке. Постараемся сделать такой предновогодний небольшой праздник. Эти социальные вещи, которые нужно делать, чтобы, с одной стороны, не нарушать принципы рыночной экономики, но с другой стороны, обеспечить людям доступность товаров первой необходимости, продуктов питания. И если у нас сейчас этот опыт сложится позитивно, мы, конечно, будем его распространять на все регионы. Нурлан Каныбекович и также многие другие поднимали вопрос доставки товаров из Китая. Проблема на сегодняшний день существует, она, к сожалению, не только в отношении Кыргызской республики. Такие же проблемы по перемещению грузов и в соседних странах имеются, граничащих с китайской стороной. Вопрос санитарно-эпидемиологических норм и требований при перемещении товаров. Китай очень скрупулезно относится к санитарным требованиям, и у нас выставлен очень такой тяжелый алгоритм перемещения товаров. Вместе с тем мы встречались с послом, неоднократно встречались, проводили очень много консультаций с китайской стороной. И понимание есть процесса. Сейчас ведется развитие инфраструктуры с китайской стороны на пункте пропуска Иркиштам. Китайская сторона поддержала инициативу увеличения пропускной способности этого пункта. Торогар находится на высокогорье, там 3800 метров. Там тоже работа ведется, и с нашей стороны мы там строим дезинфекционные туннели, и кран по перегрузке товаров туда принесли. Займет какое-то время, я прошу вас тоже с пониманием отнестись. Это не зависит только от кыргызской стороны, здесь вопрос международных отношений, но работа в этом направлении ведется. Бакытбек Ашимов поднимал вопрос по миграционной амнистии в отношении таксистов, водителей, работающих на территории Российской Федерации.
Проблема есть на сегодняшний день, она актуальна. Мы этот вопрос рассматривали еще месяца полтора-два назад на заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Этот вопрос был обозначен перед российской стороной. Вопрос будет решаться в двустороннем формате. Коллеги с России тоже с пониманием отнеслись к тому, что за мелкие правонарушения включать в черный список граждан и не пускать их обратно на территорию Российской Федерации – это несоразмерная мера наказания, поэтому вопрос решается в двустороннем формате. Он носит юридический характер, потому что требования все-таки административного кодекса Российской Федерации и так далее. Но вопрос решится. Вопрос решится, возможно, займет несколько месяцев, и тоже мы просим здесь